Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 2 июля. Это у нас с вами четверг. Смотрим мы на колоде Пасян цыганский. Почему? Потому что день обещает у нас с вами быть солнечный, яркий, позитивный, радостный. Потом все события должны быть хорошие, со знаком плюс. Хорошие новости, успехи в делах, любовь. Все такое. Единственный моментик, солнышко может что-то прояснить, показать, подсветить вам. Но опять же, даже если это что-то не очень приятное, всегда лучше знать правду, да, чем ходить в дураках. Поэтому в любом случае мы это будем считать позитивом. Поехали. Первые овны. 2 июля, четверг. События дня. 2 июля, четверг. Овны. Как для них пройдет этот день? Угу. Сразу же вам, пожалуйста, плюсик по финансам. Сундучок. Два сердца, любовь, как я и сказала. Угу. Еще рядом подсвечник. Это может быть романтическая какая-то встреча, приятное общение. Угу. Ну, видите, это уже и не без этого. И тайна тоже может какая-то открыться по замочку. Прям все основные события солнца проигрались. Да, и шарики, хорошие новости. Все, что я проговорила, хорошие новости, любовь, успехи в делах еще только не выпали. А так, все, что я сказала, все повыпадало. Удача, в принципе, тоже, да, удача. По солнышку может нам очень вести в этот день. Свидание, продолжение, да, вот этой истории. Удачно может очень пройти свидание в этот день. Так что в четверг можно идти на свидание. Здесь не вижу. Теперь поехали посмотрим горизонталь, вертикаль. О, ключик, супер, отлично. Бабочку нельзя, здесь нет. И есть еще чашечка чая, гости. Ну, что сказать. Красота. Получается в этот день финансовые поступления, в этот день любовь, надежда, хорошие новости, гости, приятная встреча, свидание, удача, ключ, важный день, открытые новые двери, новые возможности. И замочек открывается какая-то тайна. То есть вы узнаете что-то, чего вы не знали до этого момента. Поэтому, ну, красота, а не день умный. У нас же это еще и плюс день Юпитера, поэтому я думаю, что день должен быть очень благоприятным. Благодарю за внимание и переходим к тельцам. Так, сейчас, секунду, упала у меня карта. Ой-ой-ой, врезалась в стол. Поехали, тельцы. 2 июля, тельцы, события дня. Июля, тельцы, четверг, события дня. Солнышко сразу на свете выпадает с вами, перекликается с картой дня. Слезы, ну однозначно это слезы радости рядом с солнцем. Так, кровать. Лебедь. Угу. Ну, давайте проверять горизонталь, вертикаль. Смотрим.
Ну, больше я не вижу совпадений. Если вдруг вы что-то найдете, ну, тогда у вас еще... А, вот есть, вижу. Книга еще есть. Если вы находите какое-то событие, я его не вижу, но у вас может проигрываться. Значит, смотрите, 5 событий. Радость однозначно, радость, счастье, хорошее настроение и слезы. Даже слезы радости могут быть. Интимная связь, интимные отношения, мысли, разговоры об этом. Кровать еще, желание, допустим, там подольше утром поспать или раньше лечь, отдохнуть. Может еще так проигрываться. Так, дальше казенный дом – это посещение госучреждения в этот день. И гармоничные отношения в паре. Так что все события хорошие. Никаких тут предупреждений нет для вас. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Сейчас будем смотреть, что у близнецов. Второе июля. Близнецы. Четверг. События дня. Угу. Будильник. Ключик. Смотрите, может быть какая-то очень важная деловая встреча в этот день, на которой могут для вас открыться новые возможности. Ключ и свиток. Ага. Цветочек. Дерево. Колокольчик. Угу. И успех в делах. У вас получается солнце проигрывается успехом в делах. И побежали смотреть, что у нас с вами здесь. Якорь еще есть. Якорь. Все равно упала. Да что такое? Карточка упала, камешек упал. Простите за звук. Так, здесь победу нельзя. Здесь нельзя. Нет, нет. И здесь не вижу. Значит, получается, вот, кстати, интересно, что рядом со временем у меня все это, камешек упал, это упало. Будильник всегда предупреждение, что мы там, не знаю, там торопимся, не успеваем, путаем что-то со временем. Поэтому в этот день надо быть осторожными со временем. Дальше ключ. Перед вами открываются новые возможности, новые двери, деловая встреча, успех в делах. Приглашение, пустые разговоры, болтовня, общение, исполнение желания. И смотрите, остановка, якорь, время. Время как будто бы останавливается. Возможно, какое-то очень сильно долгое ожидание. Может быть, якорь вместе с будильником. Но вот тут какой-то вот момент со временем мне не нравится. Как будто бы вот что-то будет вас держать и не давать, допустим, двигаться. Вот может быть такой момент. Как будто бы что-то останавливает время. Или, знаете, как есть желание. Вот хочется остановить время, да, чтобы сейчас, допустим, минуты не бежали. Вот может быть какой-то такой один моментик в этот день. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам, к нашим именинникам. Так, раки. 2 июля, раки, события дня. 2 июля, раки. События дня. Угу, бабочка первая. Бокал.
Тут два варианта. Сердце такое, либо такое. Но я первое это увидела. Друзья. Бокал, друзья. Возможно, с друзьями будете проводить время. Если вы увидели это сердце, это любовь. Угу. Роза. Рыба. Ну, тут как вариант рыба может быть не скользкая, да, какое-то событие, а это может быть рыба застолье. Не знаю, какая-то вкусная рыба, морепродукты. Корона. Так, значит, здесь нет, вот есть еще молния. Информация, весть, скользкое дело. Скользкая информация может быть какая-то, как вариант. И горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, что вам выпадает на четверг. Деловой разговор выпадает, деловое общение, плюс корона выпала. Скорее всего, с каким-то очень серьезным человеком. Может быть, руководитель, начальник, кто-то там в инстанции и так далее. Приятная встреча, свидание, застолье, мероприятия, посиделки, сабантуйчики всякие, общение с друзьями, новости, которые могут для вас быть как гром среди ясного неба. Молния показывает, да, шарашит вас какая-то информация. И скользкое дело тут рядом. Ну вот мне кажется, что вот эта новость, она какая-то такая, знаете, скользко, то есть как будто это может быть какая-то или неправда, или что-то вот такое. Поэтому тут вот с информацией поосторожнее в этот день. Также раки, кто родился 2 июля, у меня для вас очень хорошие новости. У вас наступает год, включается, да, 2 числа, который будет идти под арканом Солнца. Это очень крутой год. Вот до 2 июля следующего года, 27-го. Это год больших достижений, побед, ярких событий в жизни. Очень часто по Солнцу у нас, ну, происходит какое-то такое событие, которое не забывается в жизни. Допустим, там, не знаю, первое путешествие куда-то в какую-то новую страну, первая дорогая покупка, это рождение детей. Очень часто это первые дети. Это брак, конечно же, брак, дети, покупки разного рода. Допустим, если вы спортсмен, это может быть какая-то победа, которую потом ты помнишь всю жизнь. То есть, ну, вот прям такое очень яркое, запоминающееся событие. Так что вас ждет очень интересный год. Благодарю за внимание. Переходим. Кто у нас там? Львы дальше. К львам переходим. Будем сейчас разбираться с ними. 2 июля, львы. События дня. Так, первое, сразу же бокал львы. Намечается какое-то мероприятие, похоже на четверг. Угу. Цепь. Два кольца. Неприятность, расческа. Вы пока первый знак вот из 5. Кому выпадают негативные события? Змея. Был еще чемодан. Сразу не увидела. Роза. Свидание со змеей. Так, вроде бы не вижу. Значит, смотрим горизонталь, вертикаль. Корона есть по вертикали. Получается, у вас
Значит, что у вас? Слушайте, тут, где неприятность, получается, я эту карту взяла, можно было еще гости сложить. Гости тоже получаются. Ну, почему-то мне эта расческа первая в глаза бросилась. Если вы увидели чашечку, у вас проиграются гости. Тем более тут застолье выпало, вполне может быть. Ну, давайте читать так, как уже я соединила. Значит, какое-то мероприятие, сабантуй, бокал, нерешенный вопрос. Возможно, это и неприятность. То есть какая неприятность? Ну, не решается какой-то вопрос в четверг. Вы там себе планировали, хотели, думали, ничего не... Причем цепь часто показывает, что это вопросы, которые уже не первый раз вы пытаетесь решить. Да, вот и снова не получается. Тайная встреча может быть. Разлука, расставание с кем-то, чемодан. Корона, общение с влиятельным человеком. Вот, может быть, с ним надо решить какие-то вопросы. Видите, карта показывает, что они не решаются. Неприятность. И также есть еще приятная встреча со змеей. Ну, в данном случае, скорее всего, что для вас она не опасна, если у вас неприятная встреча. То есть, скорее всего, мне змеей пишут, что это либо женщина, либо человек по году рождения змея, либо это может быть еще медик. Кто еще там? Ну, может быть худенький, стройный такой очень человек. Характер, опять же, может быть змеиный. То есть это человек, который за словом в карман не полезет. Но вам от нее как бы ничего плохого не прилетит в этот день. В общем, из предупреждений неприятность, нерешенный вопрос. Все остальное плюс-минус здесь нормально. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Так, девы. 2 июля. 2 июля. События дня девы. Как пройдет четверг для дев? Конверт. Корабль. Цыпленок. Флаг. У вас солнце проигрывается успехом, победой в делах. Весы. Расческу, слава богу, нельзя соединить. Так, ну и давайте тут смотрим. Нет, нет. Ножницы есть. Решение вопроса получения. И здесь не вижу. Так, значит, первое событие. Конверт. По конверту может быть в этот день какие-то новости, и может быть новости, известия, и могут быть еще получения. Получение там, не знаю, посылки, либо там какого-то документа, еще чего-то. Ножницы, решение вопроса. Поэтому вот это вот письмо, скорее всего, будет связано еще с решением вопроса. Может быть, получение какого-то документа. И таким образом решится вопрос. Ожидание в этот день будет. Цыплята – это семейная жизнь, время, проведенное с детками, внуками, там, забота о детях. Победа будет. Победа в работе, в делах. И будет еще колебание, сомнения, весы. То есть вы в этот день будете сомневаться. Ну, возможно, это будет связано, там, получится, да, у меня этот результат, будет эта победа, не будет победа. Есть сомнения, тем более ожидания. Скорее всего, что как-то сразу не в секунду все это получается. Идет ожидание, идут сомнения. Но как итог, пожалуйста, решение вопроса и победа. Так что не тратьте время, да, и свои нервы на переживания и сомнения. Все должно получиться. Для вас солнышко, видите, отыграется победой в этот день. Может быть, у деток, например, какое-то выступление. Вот ребенок, и рядом ложится победа. Тоже вот вы, например, там переживаете за детей. Все должно быть хорошо. Благодарю за внимание. Девы, переходим к весам.
Так, весы. 2 июля. События дня, весы. Весы. Первое событие, сразу будильник выпадает. И конфликт. 2 меча. Может быть, будет какая-то спешка или ожидание, проблема со временем, и из-за этого конфликт, гости на определенное время. Солнце, радость, гости, радость. Дерево, свиток, ключ, о, еще есть сундучок. К сожалению, негативное событие, печаль. Причем печаль рядом с деньгами. Вроде, казалось бы, прибыль. Тут еще, вот смотрите, есть молния. Возможно, печаль будет из-за нее. Из-за молнии. Хотя тут и конфликт есть из-за этого. Тоже печаль может быть. Давайте так, отдельно каждое событие. Не будем их перемешивать, хотя они могут перемешаться друг с другом. Если отдельно берем события, какая-то проблема со временем, то есть когда мы либо ждем, либо опаздываем, либо встречи там переносятся и так далее. Проблема со временем, конфликт, выяснение отношений, споры, гости, деловая встреча в этот день, радость, приглашение, какие-то новости, информация, которую вы не ждали, вас очень сильно удивит эта информация, молния. Скорее всего, будет в электронном виде. Часто молния показывает, что это там типа смс-ки по телефону. Ключ. Все в ваших руках, и перед вами открываются какие-то новые двери, появляются новые возможности. Прибыль и разочарование в этот день. То есть у вас, видите, такое намешано. И классные события, типа там прибыль, радость, гости, ключ. И негативные события, типа конфликт, печаль. Это, то есть оно как бы, ну, больше позитива, честно говоря, чем негатива. Я бы сказала так, 70/30. 70 хороших событий позитивных и 30 такая ложечка дегтя, можно даже сказать, 2 тут есть все-таки. Но опять же, конфликта можно избежать, время можно правильно рассчитать, хотя вот у весов, вообще у знака воздуха со временем обычно сложно. Ну, в принципе, и печаль, если избежать конфликта, может быть, и печали не будет. Вот такая информация для вас на четверг. Благодарю за внимание и переходим мы к кому? Переходим к скорпионам. Так. Смотрим скорпиончики теперь. 2 июля. 2 июля, события дня, скорпионы. Колокольчик, первое событие. Дерево уже нельзя. Победу тоже нельзя. Мешок с деньгами.
Подарок. Бокал. Подарок, застолье. На какое-то мероприятие попадете. Может, у вас там, если в окружении раки есть, у раков сейчас идут дни рождения. Дорога, смотрите, еще выпадает. Возможно, даже придется ехать на это мероприятие. Так, смотрим, что у нас еще здесь. Ну, я не вижу горизонталь, вертикаль совпадений. Получается, в этот день у вас пустые разговоры, болтовня с кем-то. Ну, это вот, скорее всего, на застолье. Собираются люди и там разговаривают о том о сём. Значит, пустые разговоры, болтовня, застолье с подарками, поездка какая-то в этот день. И мешок с деньгами, но это скорее расходы. Обычно, если вот у нас сундучок показывает прибыль, то мешочек расходы показывает. То есть, когда мы деньги тратим. Ну, некоторые зрители пишут, что у них как доход проигрывается. Поэтому тут только как бы время покажет, как у вас будет плюсиком или минусиком. Но, опять же, часто это расходы на, опять же, на те же там подарки, какие-то покупки. Да, вот когда мы себе что-то покупаем. Так что такая информация для вас. В принципе, день очень такой позитивный. Скорпионы. Смотрим дальше стрельцов. Так, стрельцы. 2 июля. Угу, есть ножницы. Только хотела пожаловаться, сразу ножницы увидела. Ножницы, друзья, сердце. Колокольчик. Общение с друзьями. Так, здесь у нас, смотрите, два варианта. Первый вариант — это змея. Ну и ссора, она еще вместе складывается. Тут как бы все понятно. Ссора со змеей в этот день. Такой минус небольшой. И еще открывается тайна. Ну, здесь не вижу. Значит, смотрите. Из хорошего, что выпадает, это решение какого-то вопроса, ну, связанного с работой, с делами. Общение с друзьями — это хорошо. На пустые разговоры, болтовня. Время, проведенное вместе. Открывается какая-то тайна. Возможно, друг что-то интересненькое вам расскажет, друг, подружка. И предупреждение: выпадает споры, ссора с человеком, у которого длинный язык. Поэтому тут вот для вас предупреждение. Кто-то, скорее всего, что-то вам скажет не очень приятное, а вы терпеть не захотите, видимо. Да, вот слово за слово будет ссора. Ну, как бы тут дело ваше уже. Ругаться, не ругаться, выяснять, не выяснять. Но карта предупреждает, что можете с кем-то поцапаться в этот день. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я к козерожкам. Так, козероги. 2 июля. События дня, козероги. Сразу же первое событие — мешок с деньгами. Ну, как вы можете заметить, деньги тут из мешка высыпаются. Подсвечник. Так, цыпленок. Возможно, расходы на детей и внуков.
шарики. Змею нельзя. Бокал. Возможно, как раз расходы на детей, на какое-то веселье. Не знаю, поведете там в кафешку. Какую-нибудь там детскую комнату развлекательную. Также есть еще замочек, свиток, яблоко, слезы. Угу. Неприятность. Скорее всего, вот это вот какая-то одна история. Неприятность, тайна, слезы. И может быть это связано с какой-то рабочей встречей. Оно тут прям, видите, в кучу выпало. Значит, смотрите, из хорошего, что выпало? Это какое-то мероприятие, застолье, время, проведенное с семьей, с детьми, возможно, расходы на это. Дальше, очень хорошие новости будут, позитивные, радостные. То есть у вас солнце проиграется хорошими новостями в этот день. Надежда. Также есть еще встреча деловая, рядом ложатся слезы, тайна, неприятность. То есть, возможно, на этой встрече открывается какая-то информация, да, по замочку, которая создает, скажем так, создает негативный фон, слезы, и плюс является еще для вас какой-то неприятностью. Вот может оно вот так проиграться. Но опять же, если есть надежда, то, возможно, несмотря на эту ситуацию, есть надежда, что она как-то для вас может разрешиться, эта неприятность. Ну вот будем надеяться, что это так. Но опять же, по Солнцу, скорее всего, здесь Солнце проигрывается и как хорошие новости, и как прояснение, когда что-то выходит из тени, тайна открывается. То есть, с одной стороны, это неприятность, а с другой стороны, это хорошо, что вы это все узнали. Поэтому тут, как бы, знаете, такая история о двух концах, да, грубо говоря, с одной стороны это неприятно, а с другой стороны это и хорошо. Поэтому вот такой моментик есть один, к сожалению, но есть, что можете что-то узнать. И, скорее всего, это будет связано с работой, делами, встречами, какими-то там документами, больше в этом направлении, я так думаю. Ну, дай бог, да, чтобы, не знаю, этого не было, чтобы были только хорошие новости. Так, благодарю за внимание, козерожки. Смотрим дальше Водолеев. 2 июля. 2 июля. Четверг. События дня Водолеи. Слезы. Но пока других событий нет, непонятно, что это за слезы. Обман, все-таки маска. Ну, тут я потом расскажу, тут может быть еще один моментик. Хотя нет, змея. Хотелось бы выкрутить все это, да, в хорошую сторону. Но змея мне испортила все. Так, значит, лебедь. Ну еще и тут неприятность до кучи. Вот, кстати, что интересно, вот выше же предпоследний знак, да, я записала уже 10. Получается, практически у всех классный прогноз, хорошие события, ну там ничего плохого. Вот только вы и львы. Вот я прям запомнила, у львов выпала там неприятности, у вас тут тоже, видите, то есть как бы казалось бы из такого количества, ну вот все равно вот хоть у кого-то, еще и нерешенный вопрос. Ну у вас прям такой день какой-то прям, неблагоприятный. Сейчас я еще посмотрю. Ага. Ну, карты говорят, не все так плохо, хорошее тоже будет. Не унываем. Возможно, эти успехи будут связаны со здоровьем. Рядом ложится болезнь, тема здоровья и успех. Так, смотрим, значит, здесь нет, здесь нет, здесь нет.
Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, что повыпадало. Выпали слезы. Слушайте, может быть, это все здоровье, змея, слезы, маска, неприятность. Допустим, острая боль, болезнь, острая боль, неприятность, да, проблема со здоровьем. Маска – это змея, врач. Нерешенный вопрос. Допустим, там вы уже пытались решить эту проблему со здоровьем, она не решалась, и снова вы пытаетесь. Маска – это может быть, допустим, болезнь, которую невозможно определить. То есть она, знаете, такая вот, которую сложно вычислить, маска. Ну, это мое предположение, это так вот можно, да, все эти карты соединить. Если брать по отдельности, если мы не привязываемся ни к какой теме, просто назвать отдельно события, то здесь вопросы здоровья, слезы, контакт со змеей, это с человеком, который может нам сделать больно. Маска, обман. Либо люди играют роли, носят маски. То есть, допустим, человек вам говорит то, что там не думает, да, там врет вам и так далее. Неприятность, нерешенный вопрос. Гармоничные отношения в паре. Вот единственное, что хорошо, это в паре есть гармония. И успех в работе, в делах. Поэтому тут вот вроде как в делах должно быть хорошо. Может быть, это все реально про здоровье, я не знаю. В общем, ну вы видите, да, здесь есть такое какое-то предупреждение о неприятности, об обмане, о змее и так далее. Так что, Водолей, будьте осторожны в четверг со своим здоровьем. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Так, рыбы. Второе июля. Рыбы. События дня. Неприятность рыбки. Первое событие. Месяц. Разлука. Может быть, неприятность это расставание на время. Причем по Луне это может быть, знаете, какое-то, как будто бы это постоянно происходит. Есть какая-то периодичность этого расставания. Так, ожидание, разлука, либо наоборот. Встреча после долгой разлуки, ждете кого-то. Цыпленка нельзя. Тут два варианта. Смотрите, можно дерево, приглашение, можно конверт, новости. Но я первый конверт увидела, поэтому я его и оставляю. Солнце. Уже видите, как карта проигралась в конце дня. Сначала первое начало дня как-то не очень так грустненько, а потом к вечеру все наладится. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, получается, выпадает вам в этот день с утра неприятность какая-то, ожидание, разлука, события, которые имеют цикличность, будет в этот день. Получение чего-то будет. Может быть, вы каждый месяц что-то получаете. И в конце дня карты показывают радость. Радость, хорошее настроение, веселье. То есть будет ощущение счастья. Ну, вот от неприятности, да, и плохого настроения к радости вечером. Так что такие события для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.